Всем привет, друзья! Канал Бизнес по-казахски. Сегодня мы находимся на семинаре, который называется семинар «Налоги 2020». Ведущий его Дмитрий Казанцев. Вы также знаете, что у нас были несколько совместных видео. Он пригласил на бесплатный семинар, который проходит в многих городах. Вот. Очень благодарен ему за то, что он делает такие вещи. Сегодня узнаем много чего о налогах за этот год, какие изменения, дополнения были введены в налоговый кодекс. Узнаем, посмотрим, смотрите дальше. Вот мы из принципа одного окна теперь превращаемся в принцип одного визита. Айткану Айткан, да? Ну, надо делать теперь. Хочу подметить немного о наших результатах. Есть то есть мы запустили 16 сентября 2019 года. На данный этап у нас больше, чем на 5 миллиардов собрано проектов. Они сейчас готовятся к финансированию. По ним собраны все разрешительные документы, все финансово сопровождающие документы под ключ. Вот. И профинансировано на данный момент уже почти на миллиард. Профинансировано проектов. Департамент разрешительных документов, понятно, издалека будет не видно, но основные вопросы это все-таки касается то, что строительство, выдачи лицензий и непосредственно там разрешение на землю, стационарные объекты торговли и так далее. Результаты, мы считаем, что это классные результаты, но мы всегда собой недовольны, стараемся лучше показывать. Программа Колдау Старт, то есть сейчас вот мы базово видим несколько направлений в развитии обучения, кто будет развивать какие-то приоритетные сектора экономики, кто заходит в индустриальную зону. Под 2% годовых можно получить кредит у нас. Об этом, понятно, подробнее, когда вы придете. Вот начата реализация нескольких промышленных парков. Пока предварительно. Опять же, можно прийти, посмотреть, забронировать, съездить в ту же самую индустриальную зону, промышленные парки. Пока есть возможность посмотреть, забронировать для себя места. Ну и, соответственно, результаты по инвестиционному направлению. Это 59 инвестиционных проектов на 4,1 триллиона тенге. Ну и большая работа впереди. 2020 год только начался, у нас огромнейшие планы. В целом, мы как дочернее подразделение Акимата отвечаем за увеличение ВРП города с точки зрения МСБ. Да, мы поэтому готовы с каждым индивидуально встречаться. Я знаю, что очень много патентщиков, которые в декабре уже продлили патент и уже оплатили налог за 2020 год. Расстраиваться не надо, я сегодня расскажу, как вернуть эти деньги. Вторая категория, самая обширная, потому что это порядка 700-800 тысяч предпринимателей. Это ИП и ТО, которые работают на упрощенном режиме. Вас освобождают не просто от подоходного налога, вас освобождают от всех 3%, которые вы оплачиваете. То есть и подоходный налог, и соцналог вы на протяжении 3 лет платить не будете. То есть также вы платите налоги за работников, естественно, и ИПшник сам за себя. Многие предприниматели хитрые и считают так: 2020 год наступил, значит за второе полугодие тоже не платим. Это неправда. За второе полугодие мы сдаем сейчас отчет и последний раз оплачиваем подоходный и социальный налог. Третья категория – это фиксированный вычет. Есть такой режим налогообложения, он появился пару лет назад. Он чем-то похож на общий режим, но относится к специальным налоговым режимам. В зачет тут можно на вычет брать только основные 3 пункта. Это зарплаты, затраты на служебные командировки и на приобретение товаров. Но помимо этих 3 затрат, вы можете еще 30% брать на вычет без каких-либо документов. И от оставшейся суммы ИПшник платил 10%, ТОшник 20%. То теперь 3 года ни 10, ни 20% оплачивать не придется. Тоже только социальные платежи. Ну и 4-я категория – это крестьянские фермерские хозяйства и кто использует спецрежим для производства сельхозпродукции. То есть эти 4 категории не платят налоги. Вообще, когда разрабатывался данный приказ, если вы почитаете новости, наши министры обещали, что и общий режим не будет платить налоги. Но как у нас всегда бывает, в самый последний момент
общий режим вычеркнули, ну и получилось как всегда. То есть общий режим — это те, кто в целом работает легально, в целом показывает все, еще и за собой тянет какую цепочку, беря везде документы. В итоге получилось так: кто платил, вы платите, кто скрывал, вы не платите. К сожалению, получилось так, но я сейчас расскажу, как мы будем с вами это обходить. И также добавили еще один пункт, за исключением тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью. То есть вы, к сожалению, тоже не можете использовать льготу, даже если вы используете упрощенный режим. Мы сейчас Минфину адресовали вопрос относительно наших стран ЕАЭС. То есть если брать по логике ЕАЭС, мы не получаем карточку ВЭТ, и теоретически ЕАЭС расшифровывается как единое экономическое пространство. И я, лично мое мнение, считаю, очень глупо будет, если данную категорию предпринимателей, кто работает со странами ЕАЭС, заставят все-таки платить налоги. Тогда я не понимаю смысл ЕАЭС, этого громкого названия, что все равно вот так их обделяют. Запрос мы подали и ждем ответ, 10 дней на ответ у них есть. Как только нам дадут внятный ответ, мы, естественно, в Инстаграме все подробно вам расскажем. Надеюсь, мы добьемся правды, и что платить тоже не надо будет. Теперь, раз государство с нами так поступило, кто платил налоги, будет платить дальше, давайте поговорим про легальные схемы, как теперь уйти на 3 года от налогов. Если вы работали на общеустановленном режиме, и ваши обороты позволяют перейти на упрощенный режим, переходите на упрощенку. Если не позволяют обороты, то уже через пару месяцев появится трехкомпонентка. Чуть позже я о ней расскажу, что это вообще такое. Потому что трехкомпонентка для упрощенщиков увеличивает оборот по упрощенке и по НДСу. Третий способ. Перейти, кто под обороты не вписывается, перейти на фиксированный вычет. Потому что в фиксированном вычете оборот приблизительно до 400 миллионов тенге, и туда могут вписаться очень многие. Вы поработаете на фиксированном вычете, либо на упрощенке, а в декабре 2022 года подадите заявление и вернетесь назад на общеустановленный режим. То есть тем самым вы сэкономите за 3 года, я вас уверяю, большое количество налогов. Кто занимается внешнеэкономической деятельностью? Для вас лайфхак. Крупные логистические компании, с которыми вы работаете, предлагают услуги, что они не просто привезут, растаможат ваш товар, но они растаможат его на себя, а вам дадут документы, как будто вы приобрели товар здесь, в Казахстане. И в этом случае вы являетесь уже не тем, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, вы купили товар здесь и реализуете здесь. Налог не платите. Кто не хочет использовать режимы, которые, схемы, которые предложил я, есть еще одна схема. Остаться на общем режиме, там и заниматься внешнеэкономической деятельностью. Дальше применить дробление бизнеса. Открыть на друзей и родственников другую ТО, ИП, на упрощенке, либо на фиксированном вычете. От общего режима продавать товар с небольшой накруткой, они дальше реализуют без налогов. Вы платите налог, но с небольшой суммой, потому что вы накрутку в этом случае будете делать небольшую. Я уверен, что все эти способы каждый бухгалтер в своей голове уже и так провертел за январь месяц. Вы должны понимать, что все, что мы сейчас с вами перечислили, это легальные схемы. То есть даже когда я первый раз это в интернете рассказал, мне с налоговой звонят, говорят: Дим, а зачем ты так рассказываешь? Я говорю: я же ничего не изобрел. То есть вы так к нам, мы к вам так. Тут нарушений никаких нет. Поэтому смело меняйте режимы. Если вы подадите в январе заявление, вас переведут на другой режим с 1 февраля. То есть, следовательно, за январь вы налог заплатите, дальше платить не будете. Круто. Кто готов такие схемы себе строить? Естественно. Относительно патента. Весь прошлый год, особенно ноябрь-декабрь, были самые жаркие месяца, потому что эту тему обсуждали все, кому не лень. Как вы знаете, ограничили виды деятельности, кто в этом году имеет право использовать патент. Оставили всего 32 вида деятельности, и причем оттуда убрали торговлю. Это самое большое количество, это порядка 450 тысяч предпринимателей, которые должны были поменять режим налогообложения.
Причем те, кто не поменял в декабре режим налогообложения, по правилам их должны были перевести с 1 января на общеустановленный режим. А для патентщика перейти на общий режим – это катастрофа. Это, по сути, закрыть бизнес. Потому что это бухучет вести, это где-то документы на товар брать, а где их брать, если сами берут, непонятно где. Но это катастрофа, закрываться. А закрыть ИП на общем и заново открыть – это минимум 45 дней. ИП на общем режиме закрывается через проверку. Впервые я готов сказать спасибо налоговикам, в том числе алматинским, потому что они в декабре месяце выгрузили список патентщиков и самостоятельно их перевели на упрощенку. Браво, впервые. Но они так постарались, Патентчиков перевели на... что и перевели очень многих тех, кто мог использовать патент. Их тоже на упрощенку перевели. И вот тут не знаешь, вот смеяться, благодарить их, там, вот, ну, хотели как лучше, хотя бы так. Как выйти из этой ситуации? Во-первых, я рекомендую каждому сходить к патентщику в налоговую и узнать, какой режим налогообложения у них сегодня используется. Потому что это можно узнать только в налоговой. Если вы обнаружите, что у вас упрощенный режим, вы должны понимать, что по закону с упрощенки вернуться на патент вы не можете. С 2019 года эта процедура закрылась. Единственное, два выхода есть. Первое. Остаться работать на упрощенке 3 года, а потом уже понять, что и как мы будем делать, все равно налоги не платим. И 910-ю форму не так сложно сдавать, как и 911-ю. То есть отозвать патент, который сдали в декабре, и начать спокойно работать на упрощенке. Второй способ – это закрыть ИП на упрощенке и открыть заново на патенте. Но это время, нервы, сервера сейчас ИНИС работает плохо, мы до сих пор не можем получить предпринимателей, кого закрывали в декабре. Поэтому проверьте, чтобы быть спокойными. Не проверите, в итоге в июле вы должны сдавать 910-ю, вы, естественно, про это и знать не будете. Вам придет уведомление, которое вы явно пропустите, а потом арест счета, протокол за неответное уведомление и так далее. Поэтому не тяните, проверьте это сейчас. Также с этого года каждый предприниматель, кто работает с наличными деньгами, обязан в работе использовать кассовый аппарат. Без разницы, патент, не патент, крестьянское хозяйство, что угодно, при наличке касса. Только те, кто работает чисто безналом, могут работать без кассового аппарата. Я знаю, что большинство, в Алмате не менее 30% еще не перешли на кассовые аппараты. Что вас ждет? Во-первых, говорили, что вас будут штрафовать с 1 января. В административный кодекс поправки еще не внесены. Их внесут в течение месяца-полтора, как мы сейчас ожидаем. И что получается? Вы должны понимать, что раз изменений нет, если у вас нет кассового аппарата, вам должны сначала выписать предупреждение, а только потом штраф, что не сразу вас штрафуют. Теперь крестьянские хозяйства. Их сейчас налоговая пугает, мучает, что мы вас оштрафуем, если вы в январе не поставили кассовый и так далее. 166 статья Налогового кодекса гласит, что кассовый аппарат мы ставим на учет, когда у нас есть наличка, нам платят налог. И если у вас крестьянское хозяйство, и в данный момент вы ничего не продаете, а будете продавать летом, либо осенью, то вы можете кассовый аппарат ставить летом или осенью, а не сейчас. И вам не имеют права сейчас ни предупреждения выписать, ничего, потому что вы с налом не работаете. Что еще по кассовым аппаратам? Как вы помните, мы в прошлом году плавно переходили на них. Кто-то в апреле, кто-то в июле, кто-то в октябре. Дабы выполнить планы, налоговая без ведома предпринимателей многим поставила на учет кассовые аппараты самостоятельно, чтобы в конце года отчитаться, план выполнен на 97 с лишним %. И сейчас многие могут удивиться, что у них на учете стоит 2 кассовых аппарата. Или вы работаете безналом, а у вас есть кассовый аппарат на учете. И таких случаев, только по нашим подсчетам, скромным по Казахстану, это свыше 100 тысяч предпринимателей. То есть каждый 10-й предприниматель у себя обнаружит лишний кассовый аппарат. Я рекомендую каждому зайти в кабинете налогоплательщика, в свою регистрационную карточку,
обновить ее. И в самом низу регистрационной карточки вы увидите, какие кассовые аппараты у вас стоят на учете. Если вы заметите лишний кассовый аппарат, первый вариант – идем ругаться в налоговую. Второй вариант – мы сейчас наконец-то добились, мы с октября эту тему поднимали, но только в январе мы сдвинули с мертвой точки, что сейчас будет проведено служебное расследование у них внутри, и там легко выявить, какие кассы ставили налоговики на учет, а не через сервер ОФД. И мы будем настаивать на том, чтобы они их сняли с учета так же, как сами поставили. Но если вы обнаружите у себя лишний кассовый, и через месяц он у вас не удалился, то идите уже в налоговую разбираться. Потому что вы сами знаете, пройдет год, два, три, когда мы уже все это забудем, и налоговики в первую очередь забудут. Они будут штрафовать, что у вас нет документов и так далее и тому подобное. И вы не докажете, что это не вы. Поэтому надо это все делать по горячим следам, пока есть возможности. Также активно сейчас обсуждается тема посттерминалов. Хотя тема не новая. Закон о посттерминалах, об их использовании был принят еще в 2015 году, что предприниматели должны иметь посттерминалы. Но опять же не все. Первое. Те, кто работает чисто безналом, вам кассовые аппараты не нужны вообще. Посттерминалы не нужны. Определено 13 видов деятельности, кто использует вид деятельности. Это оптовая и розничная торговля. То есть, по сути, вся торговля, чем бы вы ни торговали, у вас должен быть в работе использоваться посттерминал. Посттерминалы бывают разные, мы о них чуть позже тоже поговорим. И опять же, за неиспользование посттерминала вам сначала выписывают предупреждение, а потом штраф. Но когда в течение месяца-полтора выйдут поправки в административный кодекс, то все предупреждения уберут, и за посттерминал будет тоже сразу штраф. Вы должны понимать. Есть категория предпринимателей, которые в целом могут работать без ИП, без кассовых аппаратов и без каких-либо отчетов. Таких на самом деле много. Они вместо ИП могут использовать единый совокупный платеж, ЕСП. Давайте разберемся, кто может закрыть свое ИП и перейти на единый совокупный платеж. Это физлицо, которое оказывает услуги другим физическим лицам, не снимая в аренду помещения. К примеру, маникюр, педикюр, стрижка. Если вы это оказываете у себя дома, либо на выезд к клиенту, без проблем ЕСП использовать можно. Но если вы снимаете место в салоне красоты, то ЕСП использовать нельзя. К этой же категории относятся физические лица, кто сдает в аренду квартиры. Не коммерческую недвижимость, а именно квартиру. И, естественно, сдает он эту квартиру не компаниям, а физическому лицу. Ограничение идет, что ваш годовой оборот не должен превышать 3 миллиона тенге. То есть до 3 миллионов без проблем. Выше уже ИП. Использовать в предпринимательских целях физическую карту. То есть ИПшникам разрешили использовать в предпринимательских целях физ-карту. Но с единственной оговоркой, что вы пробиваете фискальный чек. Это проказ. Со второй оговоркой, что это не заменяет вам посттерминал. Это альтернатива приема денег, которая на сегодняшний момент ни в кодексе, нигде не прописана. Есть просто выступление, ответ Минфина, поэтому все. Приняли в предпринимательских целях, выбейте чек. Не просто родственники, друзья перечисляют. Не выбиваете чек. Когда вы выбиваете чек, вы знаете, что на кассовом аппарате есть пробить чек оплата налом и пробить чек оплата картой. Вы должны понимать, что в этом случае вы пробиваете как оплата налом. Потому что оплата картой – это когда посттерминал и когда деньги сразу напрямую падают на счет вашей компании. Поэтому не запутайтесь, выбивайте именно наличку. Сейчас готовится 8-й пакет поправок. Вот 2 апреля, когда появилась трехкомпонентная компенсация, это был 7-й пакет поправок. Сейчас готовится 8-й пакет поправок. Надеюсь, что его в ближайший месяц-полтора подпишут. Как раз таки в 8-м пакете поправок наконец-то сделают то, что многие предприниматели ждут с нетерпением. Во-первых, разрешат переводы
с физической карточки на карту ИП или ТО. То есть на сегодняшний момент этого сделать нельзя. Банки блокируют. Но банки, мы разговаривали со многими банками, уже сказали, что мы технически это можем открыть за один день. То есть в 8-м пакете поправок узаконит, что банки могут это сделать, и тогда будет нам счастье, что перевод можно делать на бизнес-карту, а следовательно не надо будет пробивать чек, потому что эти деньги будут падать прямиком к вам на ИПшный и ТОшный счет. Еще самое главное, что такой вид оплаты приравняют к использованию посттерминала. А следовательно, у нас отпадет головная боль по покупке дорогостоящих посттерминалов, и вы замените такие переводы посттерминалом. Ну и третья радостная новость. Все мы с вами не раз поднимали тему, что комиссия по посттерминалам в районе 3% это грабительство и предпринимателей, и обогащение банков. Что когда это будет в виде перевода, вы прекрасно понимаете, что комиссия уйдет в ноль. Ну, не прям в ноль, она будет, но это не 3%, не 2%, и уверен, даже не 1%. То есть, наконец-то, нам действительно будет выгодно, опять же, чтобы не работать с наличкой, принимать карты в виде каких-то переводов на ИПшные и ТОшные счета. Вот. Теперь по картам сразу добавлю. Многие говорят, вот, Дмитрий, а вот если мы не пробиваем чек, и нам там перечисляют, немножко перечисляют. Я говорю, немножко это сколько? Вот у меня прям в Караганде был случай. Ну, где-то 5-7 миллионов в месяц. Я говорю, это все не в предпринимательских целях. Да-да-да. Ну, в общем, вы должны понимать логически. Когда у вас такие большие деньги гуляют на физической карте, пробиваете чек, вы не пробиваете чек, рано или поздно налоговая вас спросит, что это за деньги. Конечно, можно рассказывать сказки, что там это родственники помогают каждый месяц, так. Но вы должны понимать, что налоговые тоже не дураки. Те, кто не пробивает чеки, используя перевод с карты на карту, думая, что у них маленькая сумма, там по 2-3 тысячи каждый платит, что это не всплывет, я вас уверяю, всплывет. То, что многие расслабились, потому что даже президент сказал закрыть эту тему с карточками, но мы ее не будем закрывать, что якобы налоговая не видит ваши физические карты. Налоговая видит только ваши бизнес-карты и то, что у вас по бизнесу. Я вам рекомендую не верить этим вещам. Налоговая знает все. Есть простой пример камерального контроля, когда предприниматель даже через Western Union делал переводы в Турцию, а его вызывают и говорят: в общем, вот смотри, ты показал в этом году 10 миллионов оборот, а в Турцию через Western Union ты перегнал 50 миллионов тенге. И говорят, покажи товар, остатки товара. Естественно, их нет. И, естественно, его заставляют что делать? Допочет на эту сумму. То есть этот пример, он подтверждает тому, что налоговая все видит, то, что мы делаем в физических целях. Так что не расслабляйтесь. Как 8-й пакет поправок выйдет, мы, естественно, первыми вам сообщим. Наш банк, с кем в этом году мы в первую очередь, потому что на сегодняшний момент трехкомпонентка – это добровольное принятие решения, но оно дает ряд преимуществ для упрощенщиков, что ИП, что ТО. Первое, трехкомпонентка – это система учета, плюс кассовый аппарат, вместе взаимосвязан, плюс посттерминал. Причем это не та система, многие бухгалтеры сделали какую ошибку и предприниматели. Они посчитали, у нас есть 1С, у нас есть кассовый, у нас есть посттерминал. У нас трехкомпонентка, наши обороты повысили. Это большая ошибка. Система учета, которая будет идти в трехкомпонентке, должна пройти аккредитацию. Минфин разработал требования к трехкомпонентке, но он разработал такие сложные, что ни одна система учета их не прошла. В итоге 2 недели назад договорились, понизили требования к самим системам учета. И сейчас первые системы учета начнут проходить аккредитацию, чтобы стать трехкомпоненткой. Как только они пройдут аккредитацию, они попадают в реестр трехкомпоненток. То есть есть реестр по ККН, теперь будет реестр по трехкомпонентке. Все, только после этого вы можете приобрести, взять в аренду
систему учета вот трехкомпонентную, пойти в налоговую, написать заявление, что вы ее хотите применять, и с 1 числа следующего месяца вы будете использовать трехкомпонентку. По нашим прогнозам, первая трехкомпонентка появится в марте месяце. И уже мы, естественно, вам первым об этом расскажем. Какие же преимущества вам, бизнесу, дает трехкомпонентка? Как вы знаете, ваш предел по упрощенке не может превышать за полугодие 63 миллиона тенге. Все, превысили на общий режим. Если вы будете использовать трехкомпонентку, то 63 миллиона остается для наличных расчетов, а для безнала и для оплаты карты возрастает до 237 миллионов за полугодие. Это фактически в 4 раза. И мы, те, кто боимся слететь на общий режим, с удовольствием, я уверен, будем использовать. Второе преимущество – НДС. Предел по НДС сегодня составляет 30 тысяч МРП, 79 миллионов тенге. Этот предел останется точно так же для налички, для безнала и оплаты картой. Предел вырастет до 382 миллионов тенге, чтобы не встать на НДС. Я считаю, что это шикарные поблажки, которые дает трехкомпонентка, и я понимаю, что очень многим она выгодна. Но мы должны ее год ждать, потому что она в кодексе везде появилась 2 апреля прошлого года, но вот в марте, дай бог, появится первая. Вот кто бы в своей работе использовал трехкомпонентку, кому это выгодно? Большое количество людей. Поэтому следите за новостями, как только выйдет, мы, естественно, вас первыми оповестим, что она появилась. 911-я форма. Также хочу напомнить, что у нас в Казахстане есть система учета трудовых договоров EHR. Планировалось, что с 2020 года она станет обязательной, что все трудовые соглашения мы будем заключать именно там. Но все перенесли пока на 2021 год. Фух. Но система уже работает. То есть на сегодняшний момент свыше 20 тысяч, около 20 тысяч компаний уже там работают. И больше 800 тысяч трудовых договоров там зарегистрировано. Моя рекомендация. Не ждите 2021 года. В свободное время потихоньку переходите на эту платформу, как минимум с новыми сотрудниками, и заключайте это все уже там. Потому что это неизбежно, и мы будем ее использовать. Да, получается. Потому что когда в 2021 году ее сделают обязательной, и вы представляете, у нас будет полгода, по сути, чтобы завести туда трудовые договора. И вы представляете, если весь Казахстан это начнет делать. Это будет хуже, чем последний день отчетов. Все полгода. Поэтому, поскольку это уже работает, начните изучать эту систему и переходить туда. По страхованию. Обязательно страхование ответственности работодателя перед работником. Давайте расскажу, кому надо делать страховку, а кто может сэкономить деньги. Первое. Если вы ИП и у вас нет наемного работника, страховка вам не нужна. Если есть хотя бы один, страховка нужна. ТОшке нужна страховка в любом случае, потому что директор, руководитель, он считается наемным работником, и страховка нужна. Стоимость страховки, для обычных ИПшек, ТОшек варьируется от 42 500. За всех до 8 сотрудников эта сумма варьируется. Теперь смотрите. Во-первых, страховку проверяет инспекция по труду, а не налоговая. Во-вторых, инспекция по труду не может прийти к вам и просто проверить страховку. Инспекция по труду может прийти и проверить только по жалобе. И второй случай, если все-таки несчастный случай случился. У нас сейчас все сотрудники такие умные стали. Когда вы их увольняете за недостачу, еще что-то, они все начитаны и сразу идут туда. Все, если он написал на вас жалобу, вы попали по полной. То есть помимо штрафа за отсутствие страховки, там есть еще ряд штрафов. Штраф за отсутствие страховки без предупреждения составляет 150 МРП. Офигеть сумма. Но теперь смотрите. Даже когда к вам приходит проверка по жалобе, они у вас не имеют права проверять предыдущие страховки. То есть у вас так же, как в машине, в момент, когда вас милиция проверяет, у вас сейчас должна быть страховка. Поэтому,
Если вы чувствуете, что у вас назревает конфликт с коллективом, и вы кого-то будете увольнять, вот какая-то заноза у вас работает, вы сначала оформите страховку, месяц потерпите, а потом увольняете. Тогда вы точно не заплатите штраф. Вот. В остальных случаях, если вы работаете с друзьями, с родственниками, или вы ТО, сам руководитель, сам учредитель, но вы же сами на себя не пойдете писать жалобу и не берите страховку. Ну, то есть сэкономить можно, чтобы не тратить каждый год эту сумму, но вы должны понимать и риски, что, не дай бог, случится несчастный случай и нет страховки. И второе, ну, что надо быть защищенным, чтобы не заплатить такой штраф. Вот, по страховкам все. Сейчас на пару минут, пока мы заговорили о страховании. В общем, сходил я на семинар. Семинар был очень полезный. Спасибо отдельно Дмитрию за приглашение, за очень полезную информацию. Смотрите дальше, оставайтесь со мной, ходите на похожие семинары, ходите, узнавайте много чего. Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром, как говорится, информирован, вооружен. То есть для нас, для алматинцев, для казахстанцев есть очень много плюсов для бизнеса. То есть государство уделяет очень много внимания, чтобы наш бизнес, микробизнес, малый бизнес, средний бизнес, чтобы развивался. Даже есть и крупный. Государство с каждым годом делает какие-то поблажки, плюсы, какие-то свои там внесения, изменения, дополнения. Вот. Тем самым мы можем стать очень развитой страной, быть конкурентоспособным на международном рынке и быть в ногу со временем всегда. Всем спасибо, всем пока.